Современный мир без цифровых инноваций сложно представить, поэтому актуальность профессии с каждым годом только растет как по всей стране, так и в Ингушетии. На сегодняшний день в нашем регионе насчитывается сотни человек, которые активно двигаются в направлении IT. В их числе и Хади Костоева. В школу 21 от Сбера она решила поступить по совету друзей. Перед этим прошла 26-дневный отборочный интенсив. Уже через неделю начала обучение. Девушке удалось создать свою первую игру. Я никогда не занималась кодированием, и только вот понаслышке об этом знала. Но благодаря этим 26 дням, которые без выходных подряд у нас проходили, и были 4 экзамена каждую неделю, я поняла, что все-таки это возможно, что благодаря вот этим 26 дням я научилась, за первый же месяц смогла написать свою игру. Программирование – это важный навык в современном мире, который открывает множество возможностей в различных областях. Однако, помимо знания языков, основных концепций, инструментов и среды разработки, также важно уметь строить дальнейший свой путь и идти по карьерной лестнице. Об этом рассказывает спикер, представитель сообщества «Интернет» Усман Ажигов. Советую то, что прежде чем начать собеседоваться, стоит настроить оборудование. То есть связь, звук, камеры, если вас требуют. Потому что считаю, что собеседующим должно нравиться разговаривать. Вот главный плюс, так скажу. Перед тем, как начать смотреть вакансии, важно определиться с направлением, отмечает спикер. Далее стоит все внимание уделить практике, поскольку именно она нарабатывает знания и делает из человека настоящего специалиста. В зале присутствуют учащиеся в школе 21 от Сбера. Это те, кто уже освоил аспекты программирования, и те, кто только окунулся в мир информационных технологий. Я выбрал программирование, потому что это на данный момент самое актуальное и с хорошей заработной платой. Я сам по образованию филолог и понимаю, что по своему направлению я далеко не смог бы уехать. И поэтому выбрал программирование, так как видел в фильмах, как программисты ставят ноутбук, кофе и работают, и зарабатывают хорошие деньги. Но в процессе мне понравилось программирование, и вот продолжу дальше обучаться по этому направлению. Настоящие специалисты IT-сферы нужны практически везде – в промышленности, науке, медицине, транспорте, строительстве и даже в космосе. Чтобы начинающий программист смог развиваться в этом направлении, сегодня в Ингушетии есть множество платформ. С недавних пор в регионе функционирует образовательный кластер «Академия цифрового развития». Это уникальный проект для Северного Кавказа группы «Сафмар», предпринимателя и мецената Микаила Гуцериева, реализуемый при поддержке руководства Ингушетии. На базе этой академии открыта школа 21 от Сбера. Здесь может обучаться каждый желающий старше 18 лет. Мне нравится, что мы развиваемся. А сегодня просто я знаю, что у нас более 30% до 35 лет молодежи в республике. Процентном отношении от населения. Поэтому если брать, где еще такой потенциал? Успешные результаты деятельности школы 21 от Сбера достигаются благодаря практикоориентированному подходу и методике равных равному, без лекций и оценок. Обучающиеся учат друг друга и выполняют задачи. За 1,5 года школа готовит компетентных IT-инженеров, программистов и ML-инженеров. В будущем учреждение планирует только развивать и повышать уровень цифровой грамотности. Количество обучающихся растет с каждым интенсивом. Их у нас на этот год запланировано 5. И мы вот в понедельник начинаем последний в этом году интенсив школы 21. Первый поток основного обучения у нас запустился на 150 человек. Второй поток мы также прогнозируем на более чем 200 человек. С каждым годом интерес к программированию только растет. Юсуп Гелисханов, Малика Измайлова, Султан Магушков, Магаз 24.